Многолетней истории Сухумского физико-технического института можно посвятить тома книг. Уникальность ее, несомненно и однозначно, заслуживает детального изучения и увековечивания. С 1945 года, когда на Черноморский берег были привезены немецкие ученые, работавшие над созданием первой атомной бомбы в СССР, и до сегодняшнего дня СФТИ продолжает работу, являясь во многом кузницей научных кадров республики. По словам заместителя директора института Владимира Куницкого, идея написания книги, посвященной истории СФТИ и вкладу института в развитие мировой науки, возникла еще в 2023 году. Как говорится, идея как витала в воздухе, потому что все наши бывшие сотрудники, старые, довоенные, написали некоторые из них какие-то воспоминания отрывочные, но идея, ее озвучил впервые, один из редакторов Удовиченко Сергей Юрьевич, профессор, доктор математических наук. В данный момент он работает в Тюмени, но основное, начало своей, как говорится, научной карьеры он начал в нашем институте, родители его работали там. И вот он как-то при встрече озвучил эту идею. Я, естественно, ее поддержал, потому что у нас тоже были такие идеи, не книги, а идеи создания музея. Но технологически это, конечно, намного сложнее, чем издать книгу. Вот. Я обратился к директору СФТИ, академик Академии наук Республики Абхазия Марколия Анатолию Ивановичу, доктору наук технических. Он тоже поддержал эту идею, поучаствовал в редакции и, что самое главное, профинансировал издание этой книги. Книга повествует об истории СФТИ в части открытых доступных данных, ведь многие разработки института все еще официально засекречены, и знакомит читателей с воспоминаниями сотрудников ядерной цитадели Абхазии. От краткой истории становления учреждения и апологии Синопа, написанной литератором, членом Союза писателей Абхазии Надеждой Венедиктовой, и до экскурса в самые интересные части исторического наследия СФТИ, запуска атомного проекта, термоэмиссионных преобразователей и многого другого. Как отметил Владимир Куницкий, выпущенная книга скорее относится к жанру научно-популярной литературы и может искренне увлечь каждого. И воспоминания бывших наших сотрудников, Венедиктов, Лазарев написали, Кобяков, опирались на них и других публикациях. Это научно-популярная, можно сказать, книга. Кроме того, что отразить историю, чтобы, если не запишешь на бумаге, как правило, все это пропадает со временем, одно поколение уходит, другое, и все обрастает мифами, потом в действительности все это далеко находится. Мы еще надеялись, помимо освещения всех вот этих научных достижений, все-таки, чтобы привлечь как-то молодежь. Несмотря на ограниченный тираж, книга, носящая название «Сухумский физико-технический институт. История развития и вклад в мировую науку», действительно может погрузить читателей в захватывающий мир научной истории Абхазии, поведать об удивительной работе видных ученых, увлечь и вдохновить. Относительно небольшой фолиант, впрочем, рассказывает лишь о части известной истории СФТИ. К счастью, по словам Владимира Куницкого, вторая часть издания также увидит свет. Вторую книгу, она продолжение этой книги. Просто она это дополненное, расширенное будет издание. Сейчас мы над ней работаем, привлекаем других людей уже, которые не были вовлечены при работе с этой книгой. В книге небольшой тираж, всего лишь 100 экземпляров. Надеемся, чуть больше сделать. Выпущенная книга не просто издание для тех, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с работой института, а увлекательная живая повесть, история с человеческим лицом, рассказывающая о монументальном наследии большой страны, о прорывных открытиях и людях, посвятивших жизни науке.
Ведь Сухумский физико-технический институт – одно из наиболее значимых научных учреждений второй половины XX века, а книга, с которой, безусловно, должно познакомиться широкое большинство, важная часть восстановления бесценной истории, способной заложить основы будущего развития страны. Рада Чачава, Арестит Каракасиди, Абаза ТВ.